Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы пришли в Дом детского творчества, чтобы узнать из первых уст, чем могут заняться ребята после уроков. Здравствуйте, Наталья Витальевна. Здравствуйте. Расскажите нам, какие у вас кружки есть? У нас очень много кружков и студий. В прошлом году занималось более 2700 детей и около 200 групп у нас. То есть очень много кружки, это разные направленности. И то есть можно любому ребенку выбрать занятие по душе. Ну, конечно, нужно и родителям тоже ознакомиться со всеми нашими кружками, чтобы помочь ребенку выбрать то или иное направление. Можно это сделать сейчас в информационной системе «Навигатор». Есть такая система в интернете. Даже скажу ее адрес, потому что там адрес нужно писать по-русски r21navigator.дети и выбрать далее город Канаш, Дом детского творчества и ознакомиться более подробно с любой программой дополнительного образования. Но вот скажу еще об одном нововведении, которое будет в этом году. Это введение персонифицированного финансирования всех дополнительных программ. Каждый ребенок от 5 до 18 лет получит сертификат на получение услуг дополнительного образования. Этот сертификат будет, номинал его может меняться каждый год, но он выдается один раз в жизни каждому ребенку. Вот повторюсь, возраст от 5 до 18 лет. Вы можете с этим сертификатом прийти в любое учреждение дополнительного образования и подать его на программу, на ту или иную программу, которая участвует в системе персонифицированного финансирования. Если кто-то первый раз слышит это вообще выражение, то я советую посмотреть информацию, почитать на нашем сайте Дома детского творчества. У нас группа есть ВКонтакте, где мы все описываем, потому что кто-то из родителей уже слышал, кто он посещает Дом детского творчества, кто-то, может, впервые услышал, но это очень важно, поскольку от этого зависит финансирование, например, нашего учреждения. Выдавать сертификаты в этом году будет как раз Дом детского творчества. Поэтому мы ждем всех родителей, несмотря на то, что все это новое, но, тем не менее, мы постараемся, чтобы не было конфликтов, чтобы все были довольны и все дети получили сертификаты. Если говорить о кружках, которые работали и появятся новые в этом году в Доме детского творчества, это вот объединение куклы, например, по изготовлению кукол. Это больше девочкам подойдет, но мальчики, кстати, тоже с удовольствием занимаются и бисероплетением, и вязанием. Это развивает моторику рук и у девочек, и у мальчиков. Затем английский язык будут изучать преподаватели, мы принимаем дети. Называться будет это объединение мальчики и девочки. Дети будут путешествовать, виртуальные путешествия совершать и тренироваться в знании английского языка. То есть и для начинающих, и для продолжающих, так скажем. Еще одно объединение у нас новый педагог будет вести, это балаганчик, театральное объединение. Ну а с теми традиционными, которые дети уже посещают, уже вы знаете, это и ансамбли современного танца, у нас ассорти, созвездие, ритм. Вот у нас очень много коллективов, вот обо всех можно узнать как раз вот в навигаторе. Мы постарались по максимуму и фотографии красивые разместить. Есть ролик с нашего отчетного концерта, то есть можно посмотреть. Сейчас технологии позволяют все это сделать. Да. Очень интересные кружки вообще. А как вы выбрали вашу профессию? Вам кто-то подсказал? Кто-то подсказал. Ну, когда школу мы заканчивали, то не было такого, интернета не было, таких возможностей, которые есть сейчас у вас, у нас не было. И мы могли выбирать только по печатному справочнику вузов. Выбрали мы профессию с подругой, когда находились с ней в трудовом лагере. После 9 класса мы ездили работали в Канашском районе на кирпичном заводе, жили в палатках, и вот как-то разговор зашел, мы занимались с ней в самодеятельности. Я училась вообще, начну с того, что я училась в 10-й школе, которая была тогда 63-й, и занималась в танцевальном кружке городского дворца культуры. Он был тогда ДК ВРЗ, вагоноремонтного завода.
Вот, и мы с ней посещали одно объединение, один кружок танцевальный, и зашел разговор, вот какую профессию выбрать, и мы поняли, что хотели бы связать обе свою будущую работу, профессию именно вот с организацией досуга людей, вот созданием настроения людей. Все это было как-то, наверное, нашим внутренним состоянием. Поэтому мы вот тогда приняли решение, она мне сказала, что существуют такие институты культуры, и мы решили сразу поехать в Москву и поступать. Но как-то у нас не сразу получилось в Москву. В Москве тогда был Олимпийский год. Вот, и у нас тогда Москва готовила кадры для союзных республик. Нам порекомендовали, несмотря на то, что мы не завалили экзамены, в общем-то, аттестат у меня был 5-бальный, я с отличием закончила школу, но, тем не менее, не прошла по конкурсу и пришла на работу, отгадайте куда? В городской дом пионеров и школьников, где мы сейчас и находимся. И год до поступления в Казанский институт культуры я работала здесь руководителем драматического, кукольного и танцевального кружков. То есть у меня было очень много детей, была такая большая нагрузка. Вот таким образом я выбрала профессию. Но уже учась в институте, я поняла, что это мое. Знаете, как это здорово, когда ты не из-под палки заставляют, да, а вот именно... Я поняла, что я правильно выбрала вуз. Учиться было очень интересно, несмотря на то, что такие предметы, там марксизм, ленинизм, там тогда были много таких политических предметов, но вот такая вот подготовка, посвящение в первокурсники, все почему-то доверялось нашей группе. Я получила профессию организатора-методиста клубной работы. И потом вернулась в Канаш. Другого я не помышляла, хотя закончила институт с красным дипломом. Но я не предполагала, что я могу где-то работать, остаться вот в Татарстане, например, потому что я так намеренно вернулась в город, поскольку считала, что город Канаш меня ждет. И вот таким образом я вернулась в Канаш, работала в нескольких организациях, я во Дворце культуры работала, и в школе, в 5-й школе проработала, и в 1-й школе я работала целых 10 лет. То есть, все равно образование и культура – это связанные такие сферы, социальная сфера. Я работала заместителем директора по эстетическому воспитанию, вела уроки ритмики и театра. Очень такие интересные творческие у меня предметы были. И создала свой ансамбль, дебют, и он получил звание образцового. Через 9 лет его существования он получил звание образцового. Это было такое достижение нашего коллектива. А потом уже меня пригласили работать в администрацию, и я дальше уже работала начальником отдела культуры администрации города. То есть одно другому не мешает, все в мире взаимосвязано. И поэтому я благодарна судьбе, что у меня такое разнообразие жизненного опыта, который вот я считаю, что вообще любого человека вот такие вот жизненные этапы, они обогащают тем или иным опытом. И ничего напрасного не бывает, потому что даже в школе я приобрела таких надежных, верных родителей моих детей, которые во всем мне всегда помогали, будь то походы или поездки в другие города. Было безумно интересно. Это дети, это мои, особенно первые выпускники, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь. Дети все такие творческие, они своих детей отправляют все, кто на гимнастику, на танцы. То есть понятно, что мы в них вот все педагоги эстетического направления заложили в них вот эту вот любовь к творчеству. И они это продолжают, в общем-то, нести своим детям. Это очень радует, очень здорово. Конечно. Вот. И потом не менее интересной была работа в культуре, в сфере культуры, поскольку это всегда творческому человеку, наверное, всегда есть где развернуться. И такие праздники, какие мы устраивали за время моей работы, возродились праздники в микрорайонах. То есть, как профессиональный работник культуры, я считала всегда, что чтобы донести праздник, праздник должен прийти максимально к людям. Но есть категории людей, которые не могут прийти, например, на центральную площадь в силу своего здоровья. Это бабушки, дедушки, ветераны.
А в микрорайоне они вышли, они самые главные зрители на любом празднике. Они сидят и смотрят, они так благодарны, столько слов благодарности мы услышали. Вот, то есть я считаю, что вот эта идея приблизить городские праздники к людям в микрорайонах, она, в общем-то, должна жить в нашем городе. Это такие фестивали, которые мы проводили тоже, это и оперный фестиваль, даже гала-концерт оперного фестиваля международного, он проходил в Канаше. А концерт Надежды Бабкиной, который, я думаю, до сих пор все вспоминают в городе, то есть в рамках фестиваля русской песни, он бесплатный был для канашцев. Это такое феерическое было событие, которое до сих пор люди вспоминают с благодарностью. Поэтому сейчас я уже больше, наверное, комплименты слышу за то, что мы делали для наших жителей. А если вот рассказать о тех людях, с которыми судьба меня свела, тоже вот Надежда Георгиевна Бабкина, мы с ней познакомились лично. Естественно, я вот могу сказать, мы ей подарили такую куклу ручной работы. Даже тогда у главы были сомнения еще, вручать, не вручать, потому что кукла вроде простая такая, вот самовязка, но когда она ее увидела, она говорит, я ее заберу домой. Это так круто, это так здорово. Она прям так это восторженно восприняла. Было интересно, что вот люди, наверное, имеют все. Но вот, оказывается, она неравнодушна к самодельным куклам. Поэтому это было таким открытием для всех. Это люди, которые, например, родились и выросли в Канаше и стали такими известными в мире, во всем мире, не только за пределами там города и республики. И, знаете, нужно отметить, что все вот именитые люди, все наши уроженцы нашего города, в них столько патриотизма. Я вот всегда не перестаю удивляться. Вот взять, например, Муханов Вячеслав Федорович, известный астрофизик, известный во всем мире астрофизик, он профессор Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана. Он ежегодно приезжает к нам в город, у него здесь мама живет, и он всегда с любовью, с какой-то особой теплотой говорит о нашем городе. Вот имея мировое такое признание, вот он с любовью говорит о нашем городе. Вот премию, которую он получил в 2016 году, он ее получил за открытие, которое он сделал в молодые годы, живя еще в Москве. То есть вот у ученых вот так происходит, да, вот они в молодости уже он такую теорию выдвинул, и вот пока она научным путем была подтверждена, премия нашла его вот уже в 2016 году. Вот это наши Казиков Игорь Борисович. Это Воронков Владимир Петрович, именем которого названа спортивная школа ДЮСШ. Вот, он постоянно приезжал, вот сейчас, к сожалению, его нет уже в живых, но он очень любил приезжать и всегда говорил на юбилей, помню, спортивной школы, он сказал, я стал такой сентиментальный, мне это все так нравится. То есть вот он душой отдыхал, и вот было понятно, насколько им приятно бывать в нашем городе. Это вот есть еще один такой патриот нашего города, это Сергей Ефимов, это поэт, член Союза писателей России, он военный, он офицер СОБР. Он выпускник 8-й школы, с медалью, кстати, закончил 8-ю школу, вот, стал военным. И он все время пишет стихи. Я вот одно стихотворение я выучила даже, потому что просто вот для себя, не для чтения со сцены. Но он продолжает в Инстаграме писать стихи о нашем городе. И я прям вот восхищаюсь его стихами. И его любят не просто так стихи, это тут все. И то, что он такой настоящий мужчина, он патриот своей страны, он такой вот, видно, что он несчастный, много над собой работает. И в это время он вот пишет такие нежные, трогательные стихи, что это заставляет восхищаться детей, взрослых города Канаша. И он посвящает их любимому городу. А не могли бы вы рассказать стихотворение? У меня есть даже вот книгу, которую он подарил с его автографом «Обычные люди специального назначения». Вот он нам приезжал, во время приезда в прошлом году он нам с автографом подарил. Вот. Так оно называется, рабочее название, видимо, родному городу посвящается.
Город мой, как карманный глобус или добрая старая песня. Здесь пустым уезжает автобус, ведь пешком все равно интересней. И в моем городке небо ближе, потому что здесь нет высоток. Я ночами здесь звезды вижу, за упавшими мчусь на охоту. Здесь зимой с меня ростом сугробы, летом зелень травы густая. А еще он не знает пробок, олигархов, метро и трамваев. В городке отдыхает время, и часы на руке просто стали. Я гуляю дорогами теми, где неслось мое детство в сандалиях, мимо бабушкиных заборов, торопливо и косолапо. Я люблю этот маленький город, потому что здесь мама и папа. Вот такой стих. Очень красивое стихотворение и очень красивое прочтение. Вот, и поэтому есть люди, и вот я говорю же, они такие патриоты, что надо о них знать. Вот, очень информации много собирает библиотека наша центральная, и я думаю, что к 95-летию города людей, кто знает об этих именитых людях нашего города, станет больше. Несколько лет назад вы ввели программу «Мир женщин». Расскажите о ней. О чем она? Тогда это по инициативе Женсовета или Союз женщин Чувашии, организация есть в Канаше. Тогда была такая инициатива, и они предложили мне вот ввести эту передачу, потому что когда ты ее ведешь, ты являешься автором передачи, ты продумаешь, о ком рассказать. И задумывалось это рассказать о женщинах, судьба которых интересна горожанам. Потому что очень много женщин, которые внесли свой вклад и в развитие города, и в социальную сферу. И, может быть, не все даже горожане знают об этих людях. И поэтому мы, в общем-то, старались в своей передаче, в каждой передаче рассказать по одной, о двух судьбах женщин. И прям я думаю, что приятно было даже участницам передачи, что к ним такое внимание. Рассказывали и о ветеранах, и вот Анна Ильинична Меркурьева, например, о ее судьбе. У нее муж ветеран войны, известный художник. Она прям вот с волнением в голосе рассказывала и показывала нам его картины. Я считаю, что имеет смысл даже возродить эту передачу. Может быть, и найдется ведущая, поскольку занятость моя на работе не позволяет мне много работать над этой передачей, а людей очень интересных у нас много, и надо о них рассказывать, потому что наши маленькие жители, наши юные школьники, наши дети должны знать и гордиться людьми, которые родились, выросли и, в общем-то, творили судьбу нашего города, нашего Канаша. Я состою по-прежнему в президиуме Союза женщин Чувашии в канашском отделении. Возглавляет Союз женщин, канашское отделение у нас Ольга Михайловна Петрова. И мы продолжаем такую общественную работу уже вот в этой общественной организации. Кроме того, я еще являюсь общественным помощником депутата Государственной Думы Николая Владимировича Малова. И, в общем-то, это тоже определенного времени, внимания требует. У нас при Доме творчества есть детский и школьный парламент. И в этом году, вот буквально в апреле месяце, мы с ребятами из школьного парламента посетили Государственную Думу Российской Федерации. То есть по приглашению нашего депутата нам удалось организовать эту поездку. И ребята, которые, в общем-то, они все прошли систему выборов, и все они такие успешные, они хорошо учатся, они такие активисты. И я думала, что особо-то удивить их уже нельзя ничем. Но, тем не менее, посетив Государственную Думу и посмотрев ее рабочие заседания, я думаю, что у них были большие глаза от удивления, поскольку посмотреть, как работает законодательный орган нашей страны, увидеть это все самим лично, пообщаться, поздороваться за руку с депутатом, и близко-близко вот сфотографировались мы с Петром Толстым, и причем все это так было доступно, там и выставка была открыта, там, в общем-то, многих депутатов они в перерыве видели прям совсем близко, то есть им очень понравилось, и они сидели, прям не дышали, я скажу вам. А как вы считаете, когда было легче учиться, в ваше время или сейчас, в наше?
Ну, легче не легче, учиться нужно всегда. И тогда, и сейчас, скажу я вам. Потому что дети, ну, вся учеба, любое обучение в школе, где в вузе, оно построено там от простого к сложному. И поэтому нельзя даже в начальных классах, например, нельзя упускать. То есть родителям, конечно, не каждый ребенок может самостоятельно уроки делать, например, да, на первых порах надо помогать. Не делать за него, не рисовать картинки, а надо помогать. А потом дети уже втягиваются, они должны, по идее, в среднем звене уже самостоятельно делать уроки. Вот, мы тогда тоже. Если кто-то учился с самого начала, то, в общем-то, в старших классах было легче. Ну, сейчас то же самое. Сейчас просто родители вынуждают там репетиторов нанимать. И репетитор за короткое время должен в голову ребенка большой объем знаний, там, например, если он не учился, например, в среднем звене. Поэтому, а экзамены, и тогда стресс, и сейчас стресс. Может быть сложнее, ЕГЭ может быть сложнее, но выучить и все билеты знать одинаково хорошо тоже нужно быть, это надо было учиться, тоже надо было для этого заниматься регулярно. Конечно. Поэтому, если вы серьезно подходите к выбору своей дальнейшей судьбы, своей профессии, то надо идти к этому целенаправленно. То есть говорю об очевидных вещах, что ставить цели досягаемые, и надо к ним стремиться, надо все делать для этого. Потому что нельзя быть пассивным и плыть по течению. Ну, то есть сейчас общественной работы не так много, общественной нагрузки у ребят не так много. У нас пионерия, комсомол, то есть мы успевали не только кружки посещать, но еще и участвовать в жизни вот этих общественных организаций. Сейчас, может быть, не все занимаются так активно, но так пусть они учебе отдают тогда, и пусть у нас все в Канаше будут отличниками. Да, всю информацию надо усваивать сразу в начальных классах. Вы говорили про детский парламент. А сложно туда попасть? Если вы активны, если вас знают в школе и вы приносите пользу своей школе, то сейчас вот будет парламент второго созыва избираться и будет объявлено где-то в декабре. Я думаю, ну, это мы являемся в структуре республиканского парламента, и будут выборы в школе. Поэтому вы можете свою кандидатуру выдвигать. И если школа признает, что да, этот человек может выражать свое мнение, он может за честь школы там выступить, он такой ответственный, серьезный, он не подведет, то, в общем-то, можно шанс такой не упускать лучше. Да, можно попасть в состав городского парламента. То есть ребята там достаточно активные, но потом, как показывает практика, некоторые начинают немножечко увиливать от заседаний, мы поэтому вот ездили с ребятами, которые такие вот активно выполняли все поручения, как-то в школе они проводили все акции. Вот, поэтому ответственность, она нужна не только взрослым, но и детям. А случались ли вы с такими трудностями в вашей работе? Сталкивались ли вы? Если наша работа директора состоит, она и из хозяйственной работы, и из разной направленности. Поэтому у нас здание, вот надо сказать, что здесь в годы войны размещался госпиталь. Вот, у нас здание построено в 1941 году, и здесь размещался госпиталь номер 3070. То есть срок какой, да, понимаете. И, естественно, капитального такого ремонта не было. Ремонтировалась крыша, а так в основном косметический ремонт. И, конечно, оно требует постоянного контроля, чтобы вот и стены, здесь старая такая технология, дранка, называется, такие мелкие реечки, которые штукатурились, и поэтому определенные требования нужны. То есть, если мы даже вот меняли окна, то мы согласовывали это с Центром охраны культурного наследия Чувашской Республики. То есть у нас все окна соответствуют всем нормам. То есть у нас форма рамы сохранена и цвет рамы. Ну, в основном вот такая вот хозяйственная проблема. Ну, а остальные, как у всех, наверное, проблемы. Кто-то уволился не вовремя, где-то специалиста не можем найти. Есть, например, потребность, например, вот руководители гимнастики уже только вошли во вкус, а молодой педагог уехал в Москву, поэтому вот мы ищем сейчас педагога по гимнастике. Вот у нас такие вот проблемы. Но я считаю, что они все преодолимы. Вся наша работа заключается как раз в преодолении всех трудностей и проблем. Да, трудности бывают у всех, надо главное уметь с ними справляться. Да. Ведь какого человека называют успешным? Тот, кто умеет справляться с трудностями. А вы считаете себя успешным человеком?
Но я считаю, во-первых, себя человеком состоявшимся, поскольку вот весь мой жизненный опыт, он не был напрасным. Я думаю, что всегда с радостью вот каждый этап своей жизни вспоминаю с такой вот, ну, не знаю, с теплотой и любовью, потому что не буду вот повторяться, что и школа, и дворец культуры, когда я работала. У вас сейчас такое золотое время. Вы можете пойти и попробовать себя в кружке кройки и шитья, можете танцами заняться, а можете попеть в хоре. Вам это сейчас такой вот уникальная возможность, когда вы можете развить все свои таланты, и вы еще не знаете, что вам в жизни больше пригодится. Поэтому вот я тоже старалась всегда совершенствоваться. Вот ты, например, ведешь передачу, и потом вот раз будешь журналистом известным, например, и возьмешь интервью у кого-нибудь деятеля великого, а он, оказывается, еще и родом из Канаша, например. Да. Вот, то есть, понимаешь, вот надо тренироваться и заниматься тем, что тебе нравится. Ну да, но вообще я считаю, что нужно пробовать себя в разных целях, Да. вот, чтобы определиться, вот это твое, это не подходит. Для этого и есть Дом детского творчества, когда ребенок может попробовать себя в одном кружке, если ему совсем-совсем он не прижился никак, он понимает, что это не его, он может перейти в другой кружок. То есть мы вот предоставляем вот своего рода этой профориентации идет. Ребенок должен понять, что вот он не танцевать хочет, а он хочет строить корабли. Или там самолеты, например. Вот у нас есть и судомодельный кружок. Мальчики приходят, даже девочка одна у нас есть в среднем возрасте. Она вместе с братишкой начала ходить. И нравится ей выпиливать. Она очень аккуратная. Она так склеивает, что прям вот не придерешься. Все зачистит шкуркой. Она очень аккуратная. И вот эта есть женская аккуратность, она помогает. Кто знает, каким она инженером будет. Или вот она с удовольствием ходит уже вот не первый год. Я хочу пожелать зрителям быть такими патриотами своего города. Поскольку 2020 год – это год юбилея Победы, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне и 95 лет нашему городу. То есть вот каким будет выглядеть город в будущем году, зависит и от нас с вами. Нельзя говорить, что вот все придут, уберут, сделают, отремонтируют. Многое зависит и от нас с вами. Поэтому давайте любить свой город, свою маленькую родину и стараться делать его краше. Да. Я полностью с вами соглашусь и желаю вам, ребята, больше оптимизма, радости. Не сидите дома, приходите в Дом детского творчества и записывайтесь в различные кружки. Спасибо вам, Наталья Витальевна, за интервью. Я очень рада была нашему общению. Желаю вам удачи и процветания в дальнейшей жизни. Спасибо.